Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life, и мы в Зеленоградске. Сегодня 3 июля, и посмотрите, сколько же народу на пляже. Сколько народу на пляже. А все потому, что день сегодня замечательный. А в Калининграде, кстати, идет дождь. А здесь нету. Здесь мы приехали и полностью все на пляже, все купаются, все загорают, всем хорошо и приятно. Видите? Тепло, все в футболочках, все в купальничках. Кто в чем, в платьишках. На улице прекрасно. Волна сегодня, на которой можно подпрыгивать. Вода, кстати, горячая в море, теплая, очень хорошая. Вот уже недели 2 можно очень с удовольствием купаться. Мы ехали на 140-м автобусе, куда не пускали людей на стоячие места, только сидячие. Смотрите, смотрите, как люди развлекаются на волне. Видите, как веселятся? Кто-то в кругу, значит, там дрейфует на волнах, кто-то прыгает. Кто-то камешки разбирает и свой клад там. Детишки, да, любят камушки ковырять. Всем очень здесь нравится, туристам, да и местным тоже. Есть совершенно вот уже черно загоревшие люди, есть побелей. Жизнь кипит, жизнь бьет ключом в нашем городе Зеленоградске. Потому что лето, пляжи, солнце, погода замечательная и будет замечательная в ближайшую неделю. Ну и мы, конечно, тоже отдыхаем. Сегодня суббота, мы счастливые. Приехали. Радуемся жизни. Да, Владимир Николаевич? Да. Да, мы радуемся жизни. Потому что лето – это любимое время года. Сейчас разглядывали розы. Потом, ну, если что, сниму. Надо будет снять их на видео. Вот. Я знаю, что в камеру, возможно, задувает ветер. Не обижайтесь на это. А вот здесь выносила водоросли и попахивает пляж. Поэтому здесь мало народу сидит. Вот. Они так немножечко подтухают потом, когда их выносят. И все, и начинают понять. Там вон чаечки на волнах качаются. Ой, как хорошо дышится здесь. Какой приятный воздух морской. Это ветер такой, приятный бриз с моря, знаете, теплый. На улице тепло, хорошо, прям хорошо. 20, может 26-28 вот так градусов. Ой, прелесть. Вы только посмотрите вдаль. Сколько же там народу на пляже. Просто не протолкнуться. И на променаде много народу, и на пляже много народу. Даже некуда, наверное, там лечь на этом пляже. Эти люди купаются. А тут водоросли, тут никого. Потому что водорослей много. А там нет водорослей. Сразу видно. Там, где их нет, люди накопились прям. Ух ты! Мужчина на стройке очень сильно очканул только что. Что-то упало. Он аж подпрыгнул, прям побежал. Ага. Мы идем к нашему любимому Тести-лабу, чтобы выпить, как обычно, 2 капучино средних. Мы всегда так делаем одинаково. И ничего у нас в жизни особо не меняется в этом плане. Привычки остаются. Вот Тести-лаб. Он находится в Вайн-маркете. Мы пошли немножко в город, чтобы купить себе мороженое. Кофе мы попили в Тести-лабе. Вот такое колесо. Но оно не работает из-за введенных ограничений. Это считается аттракционом. Смотри, какое облачко.
Вот. Мы сейчас пойдем в джелатерию Лабар. Мы там берем всегда мороженое. Я беру чаще всего 2 шарика, а Владимир Николаевич или 1 или 2. Но сейчас он настроен только на 1 кусочек мороженого. Ну, там самое хорошее мороженое. Ну, нам пока нравится там, да, мороженое. 1 шарик 100 рублей стоит. Вот. Тут вот сидит папаша Бэппи, все кушают. Там вон еще уличные столики. По уличным столикам пока нет ограничений, а внутри кафе есть. Если кафе пускать не по QR-коду, то 50% только столиков может быть занято. А если по QR-коду, то все. Поэтому тут пока все кафе по 50% внутри. И снаружи столики все могут быть заняты. Вот тут розы уже отцветают. Но они все равно очень красивые, даже несмотря на то, что они отцветают. Я люблю розы. Вот. Но я и люблю их, когда они на улице растут. Да. Вот тут вот. Видите, какие розочки. Вот они. А там вот еще такие более они крепкие. Вон там, около джелатерии. А вот здесь в скверике мы всегда кушаем мороженое. Рядом здесь. Да, рядом с джелатерией. Мы садимся на лавочку, лопаем свое мороженое, потом идем дальше на свое место. Вот тут белые розы. Беленькие. Но они все падают, потому что жарко. Скоро пойдет дождь, и они будут рады этому. Мы около отеля Балтийская корона. Наш любимый отель. Мы всегда там останавливаемся, когда не лето. Потому что летом цены ужасные. А зимой нормальные, можно останавливаться. Там еще скидки есть. Вот видите, вот эти розы еще пока в самом соку, так скажем. Видите, какие красивые. Какие приятненькие розочки. Очень люблю розы вот такие. А есть еще кусты розовые такие большие. Мы сейчас пойдем в нашу любимую джелатерию. Там около нее тоже цветочков много. Ням-ням-ням. Вот видите, другие цветочки в таких прикольных штуках растут. Вообще все в цветах сейчас, лето. Там вон садик есть еще. Все, мы заходим. Вот такое сегодня у меня мороженое. Манго и внизу клубника. У Владимира Николаевича смородина. Прям с кусками смородины. Мы сейчас пошли в наш скверик, чтобы лопать это мороженое. Ням-ням-ням. Очень уж я люблю. Кошак увидел, что мы приперлись с мороженками и взял курс в нашу сторону. Ругами так ненавязчиво. Да. Подходит. По своим делам пошел. Угу. Понял, что его не угощают, и все. Вот мы сидим в нашем скверике. И ням-ням. Я думаю, что за кусты шевелятся там? А это коте. Смотрю, кусты так сильно шевелятся. Вон он, видишь? Бежал дурак. Мы слупили мороженое. Вон, смотрите, какой розовый куст в этом доме. Да, какой огромный. Вот мы слупили и пошли дальше. Как любые отдыхающие, мы должны прогуливаться. Самый лучший маршрут возле кладбища. Да, мы пойдем сейчас прогуляемся возле кладбища. Да не, мы просто идем на наше место, где мы привыкли сидеть каждый раз. Единственное, что я хочу его, наверное, поменять. Может, пойдем на самом деле в другое место сегодня? Мы, знаете, в чем? Мы когда, допустим, погода была не очень, мы привыкли сидеть на одном месте.
Но потом там прям по нам начали ходить люди каждую минуту, каждую секунду. Это было ужасно. Да. И может быть мы прогуляемся в сторону Курской косы по пляжу. Я не говорю, что до нее. Я говорю, что туда подальше, чтобы можно было посидеть на пляже в одного, ну там вдвоем, я имею в виду. Пойдем. И чтобы по нам люди не ходили толпами. Ковричек у нас с собой есть. Надеюсь, я его взял. Я его мог забыть. Только не это. Забыл. Забыл. Да как же так, Вова? Ну ты же не ходишь, не ездишь на море без ковричка. Ну вот. Как ты мог его забыть? Умудрился. Ну будешь попой сидеть на пляже, значит. В чем проблема? Сиди теперь попой. Ну бывает вот. Бывает. Ну просто спонтанно сегодня. Да не было никаких спонтанных. Ничего спонтанного там не было. Мы знали, что поедем, еще вчера об этом говорила. Но не точно было. Я собиралась, не надо ля-ля. О, вот эти вот всякие петуньи. Мне очень нравится, конечно. Тут у отеля собачек. Вот этот отель называется «Принцесса Элиза». И тут вот такие всякие штуки в саду всегда красивые. Я люблю отели Элиза. Да. Мне нравится вот эта деревянная отделка. Оно, конечно, не очень практично, но... Очень красиво, да. Вот эти желтые, я вообще обожаю вот эти желтые цветы. Они такие шикарные. А вон там что-то растет фиолетовое, но это на территории отеля. Нет, это частный дом. А, частный дом, даже вот эти вот фиолетовые цветы мне нравятся очень. А вот тут вот этот кустик каждый год нас радует желтыми цветочками. Вот этот вот, около отеля Самбия. Прям не могу над ним. Такой прикольный этот кустик. Вообще. И пахнет приятно. Ну, такой хорошенький, кругленький. Ну, Самбия хороший ландшафтный дизайн. Угу. Единственное, что цены не очень демократичные. Мы однажды пришли туда на завтрак. Завтрак шведский стол в Самбии стоит 400 рублей на человека. Стоил. Это было Ну, стоил года 2 года назад, да. Мы отдали 1200 и просто ничего не поели даже нормально. Там нечем было поживиться. Ну, скажем так, для вегетарианцев, для мясоедов можно было. Можно было, но в тебя не влезет на 400 рублей. На тот момент, да, согласен. Ни в кого из нас бы не влезло. И в Максима тем более. И, в общем, мы просто, ну, получается, дороже заплатили, чем могли бы. А сейчас не знаю, сколько там завтрак стоит. Может вообще ничего не поменяться за 2 года. Вряд ли дороже. Да не, мне кажется, так и осталось 400 рублей. Ну куда делать дороже завтрак, чем 400 рублей? Даже на сегодняшний день это очень дорогой завтрак. Тем более, что у них нет капучино в завтраке, а есть только машина вот этого американо эспрессо. Да, это такая полурабочая была. Ну вот. Ну, И зачем тогда? Ну, не знаю, может что-то поменялось. И сейчас учти, загруженность отелей больше 90%. Поэтому, я думаю, они могут спокойно... С 1 августа уже будет не такая загруженность, поверь мне. Вряд ли их сильно будут прессовать. Ну, посмотрим. Вот прям охота в Самбию зайти и узнать, сколько у них стоит шведский завтрак. Прям интересно. Они могли сделать это шведский завтрак только для посетителей отеля, для постояльцев. Ну, Тогда же не было этих ковидных. ну да, в принципе, да. Они сейчас могут вообще не пускать, по сути, людей туда. Нам сюда? Так, мы идем в туалет сначала, а потом туда, в парк, в темноту. Have been installed on the streets and in places of public entertainment. Live data is accessed by the duty officer and the police department. All offenders will be prosecuted. When you are in Zelenogradsk, you are protected by Safe City System 24/7. Имущественные налоги идут на благоустройство города. Сроки уплаты вышли, поспеши закрыть долги.
жителей и гости Зеленоградска. Просим вас не забывать о бдительности в общественном транспорте, местах массового пребывания людей, подъезды домов. Обращайтесь. Идем дальше в парк. Видите, как играют в волейбол пляжный. Несколько команд играют там. Люди. Девочки, мальчики, все играют. Попрошу не обижать нашего напарника. Давай, Ульян! Молодец! Встаем! Молодцы! Плечо болит, я глянул, подвинь. Это лучшая команда! Видите, в пляжном городе, в курортном, всегда не жизнь, а праздник. Как бы вы ни оказались здесь с плохим настроением, вы уйдете с хорошим. Потому что здесь все радуются. Они улыбаются, играют в волейбол или отдыхают на пляже, или делают что-то хорошее. И все счастливы. И когда вы приходите, и если у вас что-то на душе не так, то вы здесь заряжаетесь позитивом. Вот они, кувшинки, которые... Здесь есть все виды развлечений, какие только возможны для детей, для взрослых. Вы обязательно оставите здесь целую кучу денег. Но у вас поднимется настроение. Сейчас будем снимать наши зацветшие кувшинки. Да, утюли. Утютюли тут пасутся. Главное, близко сильно не подходить. Они не испугаются, если близко не подходить. И вот эти кувшинищи. Вон сколько их, они цветут желтыми цветами такими. А тут Утя ныряет прям. Видите, как ныряет? Такая смешнячая. Что-то там грызет внутри. Эти тоже так же ныряют. Чистятся, сидят. Видите, какие цветы прикольные кувшинок. Желтые, красивые такие. Ближе подойду. Лишь бы в воду не упасть, как обычно. Со мной это бывает всегда. Вот, видите, какие цветы. Кувшинки желтые. Вон там фонтанчик бьет посередине. Вон там кораблики. Тут ути-ути. И очень красивый парк, конечно, здесь. Нравится очень. Ой. Ну что, пошли на берег. Море. Да. Идем по направлению к кладбищу. Будем прогуливаться мимо. Ладно, хоть не туда прям. Туда нам еще, может быть, и рано. Просто лучше мимо. Вообще очень нравится, где вот в парке в теньке гуляешь. Но сейчас душновато, я вам честно скажу. Даже в теньке очень даже душновато. И в парке душно, и здесь душно. Испарение. В Калининграде-то дождь идет. С утра гроза была. Я не знаю, была ли здесь, но там прям гроза. Мы когда уезжали, только дождь прошел, и мы выехали. А здесь приехали, было сухо. Я еще зонтик хотел брать с собой. Угу. Представляю, если бы ты его взял, и мы таскались. Потому что здесь вообще другая погода совсем. 40 километров. Хотя 40 километров разница между ними. А вот такое чувство, что в другой мир попали. Первый раз такое, мне кажется. Вот такая разительная перемена. Ну, бывает. Бывает такое, что вот у меня подруга Катя, она живет на Косме. Это тоже Калининград, только другой район. Окраина. Ну, окраина, но другой район. И у них бывает идет ливнем дождь, а у нас нету, ни капельки не льется с неба. И мы удивляемся. Я говорю: Катя, как дождь у вас идет? Как? Она мне снимает на видео. Вот он. Я говорю: где? Почему у нас нет дождя? Мы в одном городе.
Вот так. И разница между нами тоже совершенно небольшая по расстоянию. Да, Калининград это небольшой город. Да, но дождя в нашем районе в этот момент нет. И мы удивляемся каждый раз это. А вот идем мимо кладбища. Сейчас пойдем на наше... Нет, не на наше, наоборот, да? Не на наше место. Поищем там на пляже для себя место. Интересно, там много народу. Должно быть, да. Да, я знаю, но здесь у нас, с этой стороны, где город, там слишком много народа. И здесь мы, может, найдем себе место, где посидеть. Потому что там нереально найти место, где посидеть. Ну, либо можно сесть, где пахнет водорослями. Но мне не хотелось бы. Ну, подыщем что-то. Подыщем. Пляж до самой Курской косы, конечно, весь заполнен людьми. Вот тут тоже очень много народа. Но мы, в принципе, найдем где сесть, я думаю. Поищем сейчас себе местечко. Тут все равно не так, как там. Вода замечательная, конечно. Прям видно сразу, что замечательная вода. И там машину кто-то подогнал, чтобы лодку, видимо, таскать. Люди тут играют, замки строят из песка. И мы сидим. Накрыли голову, чтобы не напекло нас. Очень классно, конечно. Да? А мне не видно. Ой, где тебе резко исчезла вся вообще ушла. Да, здесь проблема. Еще таких сетей. О, раз появилась, представляешь? Угу.
ходить, меня будет видно, скорее всего. Подержишь мою кофточку? Вода, конечно, невероятная. Чистая-чистая, кристально чистая вода. Вода очень теплая и очень чистая. Так что снимай ботинки, иду в воду. Чем я занимаюсь на пляже? Прорабатываю колоду Оракул Алиса в стране чудес. Вот такие очень красивые карты здесь. Видите? Я ее потихонечку, разобрала. Я на ней гадала уже много раз. Просто разобрала ее по номерам. И вот по одной карте перебираю, смотрю, перевожу, думаю о каждой карте по-своему. Это очень красивые карты. И вот я сижу и прорабатываю. Стараюсь прятаться от солнца. Врачи запретили мне любой загар. Накрыла себя кофтой. Вот так вот. Замечательные карты. Мне очень нравятся, конечно. Сижу, думаю о них и пишу. Мы перешли с пляжа в тенек. На другое место. Здесь где лавочки. И сидим в теньке. Вот тенечек. Вот. Хорошо здесь в теньке, вообще хорошо сидеть. Не жарко. Красота.